Давайте тогда мы начнем сегодня нашу с вами беседу. Мгм. У нас сегодня будет с вами разговор о человеческом счастье, о том, как его достичь самому и как его передать другим, особенно тем, кому мы воспитываем, то есть нашим детям. Обычно принято считать у нас, что счастье – это что-то внешнее по отношению к человеку. Это то, чего надо достичь вокруг себя. Наше время таково вот уже на протяжении нескольких столетий, что это прежде всего подразумевается материальный достаток, то есть уровень дохода человека, его общественное положение, то есть деньги, которые он получает, вещи, которые он покупает. Это и статус его, объем власти. Все это призрачное и проходящее, и мы прекрасно знаем, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Это касается каждого человека. Вот вспоминается мне один знакомый, который добился, в принципе, по человеческим меркам счастья. Вот у него была семья, 2 сыновей, успешный бизнес. Вот. А потом так получилось неожиданно, что он лишился всего этого и попал в тюрьму. И он все ждал, когда же разберутся, его выпустят. Потом, когда он понял, что это неотвратимо, он стал ждать, пока выпустят по досрочному освобождению, и этого тоже не получалось. И в итоге он весь срок отбыл до конца, без остатка, 8 лет. Вот. И он пришел ко Христу. То есть он понял, что счастье человеческое, вот то, которое он понимал, как большинство из нас понимают, вот, в таком внешнем благополучии, это счастье очень мимолетное. А настоящее находится совсем в другом. Находится в соединении с Богом, в пришествии ко Христу. И он, конечно, в заключение молился, думал, читал, беседовал с людьми, такой думающий человек, духовно думающий. И ему открылся Христос. Он до сих пор с трудом может описать, что это было, сон или явь, но как бы то ни было, вот Господь ему открылся, призвал к себе, хотя до этого он относился к церкви очень иронично, так, пренебрежительно. Вот. И он стал искать Бога. И вот мы сегодня с вами будем говорить как раз об этом счастье. О счастье, когда человек ищет Бога. Многие из нас слышали о том, что существуют заповеди Божьи, которые помогают нам прийти к Богу. Но немногие из нас, конечно, знают их хорошенько и тем более исполняют. В основном, говоря о заповедях Божьих, мы вспоминаем некие запреты. Запреты, они действительно тоже были даны, как заповеди Божьи. Это было в Ветхом Завете еще за 1000 лет до Рождества Христова. Они немножко похожи на заповеди Уголовного кодекса. То есть они запрещают убивать, воровать, прелюбодействовать, лгать, завидовать, велят с почтением относиться к родителям, ну и с почтением относиться к Богу. Я Господь Бог твой, не должно быть у тебя других богов, кроме меня. Не сотвори себе кумира, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. День 7 посвящай Богу и так далее. Эти заповеди, они имеют вполне четкие конкретные границы, то есть, в принципе, человек может сказать, что да, вот я, допустим, физически никого не убиваю. Однако, когда пришел на землю Спаситель Иисус Христос, то есть пришел для того, чтобы людей спасти, избавить от этого самого проклятия, избавить от греха, избавить от смерти, то Он дает нам совсем другой подход к заповеди. Он провозглашает так называемые заповеди блаженства, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Что такое блаженство? Блаженство – это счастье человеческое, но это даже больше, чем счастье. Это, во-первых, внутреннее состояние сердца, которое уже не зависит от переменчивых наших обстоятельств. Оно с тобой, если ты его приобрел, а приобретать его надо не раз и не два, его надо приобретать всего каждый день, оно будет с тобой, болен ты или здоров, беден ты или богат, много у тебя детей, большая ли семья, или ты остался один. Это блаженство, оно с тобой будет всегда. Его невозможно у человека отнять.
Оно будет с тобой в тюрьме, оно будет с тобой на свободе, оно будет с тобой, скажем, даже больше, оно будет с тобой даже после смерти. Даже после смерти. Ведь многие люди, приближаясь к смерти, испытывают вот эту муку, страх, потому что вот то, что они собирали себе на земле, как Господь говорит, не собирайте себе сокровища на земле, вот эти сокровища их оставляют. Оставляют здоровье, оставляют душевные силы, оставляют родные. Мы все это оставляем и идем в эту неведомую страну, которая находится по ту сторону гроба. А вот эти заповеди, они открывают нам путь в эту страну. И когда мы весной с вами поздравляем друг друга с праздником Пасхи, то мы с радостью возглашаем «Христос воскрес». Во Христе нам открылась вот эта новая реальность, новая жизнь, воскресение. Воскресение телесное и вот то состояние человеческой души, которое было задумано Богом при сотворении человека. Мы потеряли его от Адама и Евы, но потенциально оно в нас вложено. Вот Христос, Он показывает нам это блаженство души. Когда человек это понял, сейчас я буду уже рассказывать о своих заповедях, когда человек это понял, он будет искать его, искать каждый день, он будет действительно по этим заповедям жить. И в целом его состояние души иногда будет чуть печальным, иногда таким более радостным, но в целом оно будет спокойным. Оно будет таким твердым, потому что оно, повторимся, да, оно строится не на материальном, а строится на ощущении близости Бога. Но временами, в отдельные моменты, особенно там памятные, Господь дает вкусить, то есть почувствовать на вкус вот силу этих заповедей блаженств в полной мере. Вот тогда мы можем сказать, да, это воскресение нашей души, это победа над смертью, это сильнее всего вообще, что только есть на земле. Никакая любовь плотская, она не может с этим сравниться. Это действительно блаженство. Вот это и есть настоящее человеческое счастье. В чем же состоят эти заповеди блаженства? Давайте прочитаем их полностью, как они звучат. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, первые 12 стихов. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот эти заповеди, их можно назвать эссенцией, можно назвать сердцевиной всего нравственного учения Христова. Они не имеют границ, в отличие от заповедей ветхозаветных. То есть ни один человек не может сказать, что он их исполнил в полной мере, потому что они бесконечны. По сути дела, они ведут человека к любви, к настоящей бесконечной любви, которая уже не разделяет людей на своих и чужих, и которая, разумеется, ведет человека к его Создателю. Вот эти заповеди, они вводят человека в вечную жизнь, да? Они заключаются таким обещанием: радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Заповеди подобны огню, то есть их невозможно вот просто взять и исполнить. Им надо жить. И жить каждый день, каждый час, каждую минуту. Вот как костер. Если мы подкладываем в него дрова, ветки, то он продолжает гореть. Если мы перестанем его питать,
топливом, то он погаснет. Также этот огонь сердца. Если выразить эти все заповеди одним словом, мне кажется, это будет слово смирение. Смирение. Действительно, ведь человек почему страдает на земле? Почему он мучается? Не только внешнее счастье, ему очень сложно построить внешнее счастье, а он ведь мучается внутри. Даже когда вдруг у него все хорошо, он ведь иногда воет просто от тоски. Потому что его мучает страсть. И корень этих страстей – это самолюбие, это любовь к себе. Или говоря аскетическим языком, это гордыня. Гордыня. То есть когда человек считает, что вот он сам Бог, что ему не нужен Бог, что ему он сам может построить себе вот это блаженное счастье на земле. Это и есть гордыня. А из гордыни уже растут и ложь, и зависть, и блуд, и пьянство, и сребролюбие. Ну, все страсти, они растут из гордыни. И, по сути дела, они являются мучителем человека. Мучителем. Вот. Ну, например, страсть сребролюбия. Сребролюбие, ведь она действительно мучает, она заставляет человека страдать. Если человек полюбил деньги, и он начинает их себе собирать, он о них думает, он переживает, что у него не так много, а вдруг ему не хватит. Вот, он начинает завидовать другим людям и так далее. Ну, давайте же разберем теперь эти заповеди чуть более подробно. Первый из них говорит: блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что такое нищета духовная? Нищета духовная – это когда человек в целом ощущает себя несовершенным. Вот он как раз нуждается в Боге. Он идет в храм, он молится, потому что он ищет Бога. Я помню, мы как-то разговаривали с одной женщиной, у нее были проблемы в семье, вот, и я рассказывал, что знаю вообще о любви, о супружестве, о вере, какое отношение вера ко всему этому имеет. И вы знаете, она слушала, во-первых, внимательно, вот не отрываясь, я до сих пор помню ее взгляд. Вот, она пила эти слова вот просто как губка пьет воду. Вот. И вот такого человека можно назвать нищий духом. Я помню, как прихожу иногда вот к людям, к обитателям ночлежки. Не всегда, конечно, так получается, но было несколько таких моментов, когда вот они стоят и слушают, не шелохнувшись, не перебивая. Они чувствуют, что в этих словах жизнь. Их не надо как-то специально уговаривать, собирать, как-то мотивировать. Вот люди поняли, что они бедные. Люди поняли, что им нет спасения без Бога. Люди поняли уже, что они сами даже семью создать, даже квартиру иметь они не смогли. Они не могут работать. Они не могут себе даже на кусок хлеба заработать. Вот они живут пропитанием, живут за государственный счет в этой ночлежке. И вот если они это поняли, то это и есть нищета духовная. Прекрасное, это блаженное состояние. И его может понять человек не только в больнице или в тюрьме. К этому человеку, к состоянию умный, думающий человек, вот, он может прийти вот, из ежедневного общения с окружающими людьми. Он может смириться. То есть он может понять, что много людей лучше меня, много людей умнее меня, много людей сильнее меня. И самое главное, много людей духовно богаче меня. А человечество ведь так устроено, что все люди взаимосвязаны, и все мы друг от друга должны получать вот эти наставления, эту премудрость. Не зря же говорят, что глупый ищет кого поучить, а умный кого поучиться. Вот наш учитель – это Христос. Вот он действительно духовно богат. В нем все сокровища премудрости и разума сокрыты. И когда мы признаем, что да, вот он распятый на кресте, отвергнутый людьми, но он является источником всякой премудрости, и мы к нему припадем, как к источнику, знаете, как кровь вливают в умирающего человека, также мы припадем ко Христу, вот тогда вот эта заповедь нищий духом, она будет исполняться. Наше будет Царство Небесное. То есть Господь, Он откроет тебе эту дорогу. С крещения она начинается. Кстати, эти заповеди все, и в первую особенности, их невозможно осуществить самому по себе. То есть невозможно их просто, так сказать, вот, как интеллигент выучить и жить этим. Потому что они невозможны без самого Христа.
они невозможны без церкви, невозможны без таинств, без причащения, без покаяния, без чтения Библии, чтения святых отцов, которые помогают нам эту Библию понять. Поэтому нам очень важно быть в церкви. Вторая ступенька этой лестницы – это слезы. Слезы, как ни странно. Обычно слезы у нас отождествляются с горем, с бедой, с печалью, но здесь речь идет о других слезах. Это слезы духовного умиления. Как раз когда ты поймешь сегодня, что духовное, ты плачешь. Это слезы печали по Богу. Знаете, вот как ребенок потерял в аэропорту, например, или в большой толпе людей свою маму, и вот маленький ребеночек, вот он сел и плачет, потому что плохо без родителей. Или попав в детский дом, он понимает, что родителей нет, он их лишился навсегда, и он каждый день плачет, он ищет. Вот мы так должны плакать о Боге. Должны плакать о Боге. Мы так должны плакать о своих грехах, потому что мы ведь его потеряли. Бог вездесущ, он близок к нам, мы могли бы быть с ним, но по своей гордости мы сами от него отворачиваемся. Приведу еще один пример. Сегодня звонил в одно учебное заведение по поводу встреч со студентами, бесед, и слышу такой ответ, что ну вот эту неделю у нас такое мероприятие, а в следующую там потом у нас уже начинается сессия, а потом еще там что-то, поэтому давайте после Нового года. Правда, легко спрогнозировать, что будет после Нового года, потому что это не первый раз. После Нового года будет еще одно мероприятие, еще и так далее. И пролетит еще один учебный год, и мы и так в этом очень важном учебном заведении. Боюсь, что не повстречаемся. Ну вот, то есть нет этой жажды, нет жажды Бога. Вот. И, соответственно, молодежь, которая бы, в принципе, бы не против послушать и очень часто проникается, вот, из-за воли одного человека она лишается доступа к этим живительным Божьим словам. Вот. И родители их тоже, видимо, не привели. Провожаем ребят в армию. Вчера тоже на призывном пункте, я помню, как вот я сижу, рассказываю, да практически всем вот это неинтересно, им это не привито. Вот, у них нет желания познать правду Божию, то есть нет вот этих слез. Они разговаривают о своем, звонят, переговариваются, обсуждают, перебирают свои рюкзаки. Но меня утешила одна женщина. Я когда уже вышел, ребята все сели в автобус, вот, призывники уже стали отправляться, и все им машут, все их целуют. И я так с печалью стою, молюсь за них, благословляю их вслед. И ко мне приходит одна женщина. Подходит и говорит: отец Максим, как хорошо, что я вас увидела, такое утешение. Вот что нам теперь вот делать? Вот мы сыночка в армию проводили. Я говорю: а что делать? Радоваться, что вы воина вырастили, защитника. Молиться за него, ждать его, поддерживать его. Вот. И держу ее руку в своих руках. Вы знаете, у нее нет буквально слез на глазах, но вот само состояние души, вот это плач по Богу. Потому что вот мы здесь на земле вынуждены разлучаться. Вот. И Господь утешает. Именно в такие моменты Он утешает. Если ты понял свою греховность, если ты понял свою испорченность, если ты понял, что без Бога, значит без Христа нам нет спасения, то ты становишься кротким. Кто такой кроткий человек? Кроткий человек – это человек не наглый. Это человек, который знает свое место. Это человек, который вот, как бы не требует своего. Знаете, он не качает, как говорят, свои права, потому что и прав-то у него, собственно, как он считает, очень мало. Он не видит свои права, он не готов их отстаивать. Он подставит вторую щеку. У него отберут рубашку, он отдаст ей верхнюю одежду. Это все заповеди Христова. Вот именно такой человек, он будет на высоте. Потому что, во-первых, люди его будут уважать. Все уважают того, кто умеет уступать. Все уважают того, кто умеет думать о других. Не сразу на это приходит. Но самое главное, такого человека возвышает Бог. И даже если его изгонят, то человека убьют, распнут, опозорят, как это случилось с самим Иисусом, в его человеческой природе. Люди в нем не узнали Бога и отвергли его. Но он наследовал землю, то есть он получил власть. Власть, за которую борются многие обманами, деньгами, интригами. Христос получил власть, и он, возносясь на небеса, сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Ему дана власть. Но он эту власть использует не для насилия, не для принуждения, а для служения. Он нам слуга.
он и поныне распинается на Голгофе, а мы вкушаем его тело и кровь в святом причащении. Вот. И поэтому всякий кроткий человек, по-настоящему кроткий, изнутри кроткий, который не грубит, не хамит, не только потому, что боится ответа, а потому что для него это стало внутренним состоянием души. Вот. Он обязательно будет хозяином в господином положении. Сам Господь сделает так, устроен. А еще под землей можно в более широком смысле понимать свою душу, свое сердце. Ведь наше сердце, оно ведь как земля, которая нам как бы не принадлежит. Как часто мы это видим, что человек, например, вот гневается и не может с собой совладать. Рассказывает одна женщина, говорит, вы не видели меня в гневе, я страшна, я всех могу там, оскорбить, разогнать. Домашние со мной не могут совладать. Вот пример. Да? То есть человек не может совладать со своим сердцем. А другой человек не может совладать с унынием, которое вот само как бы в сердце живет. И все это от чего? От того, что мы сами пытаемся совладать. Мы не пускаем Бога в свою душу. А вот если мы станем кроткими, то есть мы поймем, что Христос, сказавший, что научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня. Вот. Он дает нам эту кротость, и кротость это дар, как и все духовные дары. Вот. Мы наследуем землю, то есть сердце будет нам принадлежать. Я приведу еще такой пример. Мы все, когда вот пытаемся молиться, это почти касается всех, молиться не можем по-настоящему. Мы рассеиваемся, отвлекаемся. Молитва наша очень слаба. Вот. И так и всех, это и священнослужителей тоже касается. Потому что мы тоже, как говорится, не из святой земли вдруг вот так приходим сюда, в церковь на служение. И вот у нас как-то была беседа перед службой, и одна женщина читала выдержку из святых отцов. Я хотел что-то вставить, пояснить, прокомментировать. Она так грубовато сделала замечание, но можно я дочитаю? И я как бы уступил ей, думаю, да, дочитайте. Хотел обидеться, хотел внутри себя как-то возмутиться, думал, как бы вот ей как бы ответить. А потом думаю, нет. На самом деле, почему я буду сейчас доказывать свое положение? Подумаю-ка я лучше о своих грехах. Я ведь на самом деле много не понимаю. Мне полезнее послушать, нежели говорить. Вот. И в этом я грешный, виноват, и в этом, да и вообще человек старше меня. И вот так вот, знаете, я начал перечислять мысленно свои недостатки. И вот удивительное дело, на душе как будто такой теплый цветок распустился. Вот как будто мое сердце, оно стало землей, которая мне принадлежит. Вот оно наполнилось вот такой настоящей божественной благодатью. И служба прошла просто на одном дыхании. Все слова я понимал, я не отвлекался, я вот весь был сосредоточен в службе, я наслаждался вот, службой буквально каждой стихиры, которую мы пропели. А стоило лишь только себя укорить. Поэтому один из святых отцов, когда его спросили, ученики, братья, то есть, что ты самого драгоценного нашел в себя? Он говорит, это укорять себя. Это укорять себя. Одной девушке я тоже говорю, которая никак не может наладить отношения с другим человеком, я говорю, а ты укоряй себя. Укоряй. Вот, упрекай себя в тех недостатках. Не грызи, это немножко другое. А кайся. Кайся. И вот увидишь, как тебе будет легко, свободно и хорошо. Следующая заповедь блаженства говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вообще, это такая великая сила правды. Я уже много раз рассказывал вам пример, как одна девушка, она только лишь начав говорить правду, она из самой сложной экономической ситуации вышла, вернула к себе детей и решила там кучу других проблем. Но вот надо научиться так, чтобы правда была во всей нашей жизни, чтобы мы действительно и не воровали, и не оскорбляли, и не лгали, и не лукавили. Говорили то, что есть. Это вот настолько элементарно, настолько просто для человека, и даже просто иногда удивляешься, потому что слышишь, как кто-то кому-то советует, допустим, ну мы сейчас соврем, и скажи вот так. А может быть мы придумаем вот это, и думаешь, а зачем же люди лишают себя радости жить по правде? Как они потом будут смотреть в глаза другим людям? Ведь ты можешь смотреть прямо, честно, открыто в глаза, только если ты говоришь правду, когда тебе не стыдно, иначе ты будешь двоиться. Поэтому очень важно жить по правде и говорить правду, даже в мелочах. Но в этой заповеди есть еще более глубокое измерение. Правда Божия,
нечеловеческое, состоит в том, что тот, кто сильнее, тот должен брать на себя больше ответственности. Поэтому Христос, будучи безгрешным, будучи совершенным, Он страдает за нас. По нашим человеческим рассуждениям Он должен был быть царем земным, Он должен был бы окружен деньгами, удовольствиями, почетом, славой. Но вместо этого Он распят на кресте. И в этом Божья воля. Христос исполняет Божью волю. Поэтому если мы Божьи чада, если мы ходим в церковь, если мы стараемся жить по правде, то не надо удивляться, что вдруг на тебя осыплются какие-то непонимания, оскорбления, напраслины. Это естественный процесс. Бог на тебя возлагает тяготы этого мира. Апостол Павел заповедует, что друг друга тяготы носите, то есть недостатки друг друга терпите. И так исполните закон Христов. Вот он закон Христов. То есть это не просто жесткие регламенты поведения, а это как раз желание служить. И ты врагов-то любишь. Почему? Потому что ты желаешь им спасения. Понимаешь, что отвечая злом на зло, ты только приумножаешь зло. Ты никак не можешь исцелить другого человека от зла. Зло ведь это болезнь. Отвечая на зло добром, ты можешь его исцелить. Он может увидеть в тебе это. В скольких святых житиях мы читаем, что люди гнали человека, избивали его, отвергали его проповедь. А потом иногда даже уже после его смерти говорили: посмотрите-ка, ведь он ничего нам плохого не сделал. Так было со Стефаном Первенским, так было с апостолом Матфеем, который мы вчера вспоминали. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Они помилованы будут. Что такое милостивый человек? А милостивый человек — это вот как раз который всех жалеет, который всем спешит на помощь, который делает добро не по принципу родства, не по принципу взаимности, а по принципу нуждаемости человека. Если человеку плохо, я должен ему помочь из жалости, сострадания, потому что мы все больные. Мы все перед Богом осуждены на страдания и смерть. И поэтому помочь человеку, открыть ему свое сердце, это великий дар, это великая радость. Милость не бывает духовной. Это сказать правильное слово, поддержать, выслушать, наставить на путь правильный, отговорить от греха, отговорить от аборта. Иногда и обличить, иногда и указать человеку на его ошибку. Это простить своих врагов. Это все та милость, за которую мы получаем помилование. Помню, как одна девушка увидела письмо ВКонтакте, выложенное с просьбой от заключенной женщины, и она прям быстро собралась, пошла, все купила, в этот же вечер отправила и говорит: я получила такую радость. Я всегда к этим людям относилась с пренебрежением. Я сама участвовала в этой правоохранительной системе, и я считала, что они недостойны помощи. А вот тут даже не знаю, что меня коснулось, но я почувствовал, что такое настоящая духовная радость. Это значит, это Господь ей открыл, потому что она помиловала через это письмо, через эту жертву незнакомого человека, и Господь дал ей милость свою. Блаженны чистые сердцем, говорит следующая заповедь, ибо они Бога узрят. Грехи наши ведь состоят не только в том, что мы непосредственно сделали и сказали, они начинаются в сердце. В сердце живет лукавство, в сердце живет суета, в сердце живет прелюбодеяние, в сердце живет злоба. И если человек очистит сердце, он будет видеть Бога. Сердце очищается постом и молитвой, и этой праведной жизнью, смирением, заповедью Христовым. Самая трудная победа — это как раз победить свою гордыню, потому что наше сердце, оно как на столбе, все построено на гордыне. Поэтому радуйся, когда тебя будут поносить и гнать. Сейчас мы об этом еще скажем. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Исполняя эти заповеди, живя по этим заповедям, человек приобретает в себе мир, смирение. Как говорит преподобный Серафим, что стяжи дух мира, вокруг тебя спасутся тысячи. И этот мир начинает вокруг него распространяться. Иногда это видно через общение, иногда это не видно через молитву или просто через пример человека, иногда даже через его лицо, через его голос. И человек в мире становится представителем самого Бога. Они будут наречены сынами Божьими. Всех святых в переносном широком смысле можно назвать сынами Божьими, но прежде всего это сам Иисус Христос. Он в высшем смысле Сын Божий и по божественной природе, и по человеческой. И Он есть миротворец, потому что когда Он родился, ангелы на небесах запели: «Вышний к Богу, на земле мир, человек благоволил». В церкви, в покаянии для человека наступает этот святой божественный мир.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, говорит Господь. Да, правда в нашем мире такова, что за нее не только хвалят, награждают, за нее даже чаще, пожалуй, изгоняют, оскорбляют человека. И на это надо быть настроенным, что всякий делающий правду, он, как говорит апостол, все хотящие жить благочестиво в Христе Иисусе гонимы будут. Поэтому если тебя уволили, если тебя отвергли, если с тобой перестали разговаривать, если с тобой развелись за правду, не за твои грехи, а именно за правду, которую ты делал, и ты это выдерживаешь, переносишь, и ты не отказываешься от этой правды, ты блажен, потому что ты участник Царства Небесного. Царство Небесное – это Царство правды. Всякая ложь от дьявола. Последняя заповедь говорит: блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески неправильно злословить за меня, то есть за Христа. Да, самые жестокие, самые кровопролитные войны – это войны религиозные. Это когда идет битва за веру. И самые жестокие гонения были в 20 веке, это были гонения на православную церковь в 30-е годы, потому что это были как бы религиозные по духу гонения. Сейчас мы тоже видим, что такой религиозный душок немножко витает в воздухе со всеми нововведениями, с принуждением людей к определенным мероприятиям, к процедурам и так далее. И чувствуется, что, возможно, будут еще такие времена, когда будут гнать, убивать и в тюрьмы заключать именно за преданность Христу. И Господь предупреждает, что как Он был отвержен от людей, так и Его ученики, Его последователи тоже будут отвергнуты. Но как Он воскрес и, соответственно, наследовал землю, такие Его верные последователи, они тоже наследуют землю. Ну и завершается эта лестница блаженства словами, воодушевляющими: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Блажен, счастлив тот человек, который в определенном смысле, как говорят святые отцы, разочаровался в земных сокровищах. Он уже понял, что они человека не спасают. Он уже понял, что богатство не делает человека богаче. Он уже понял, что самые главные вещи – это не вещи. И он начинает искать этого небесного сокровища. Оно вливается по временам в его сердце, он ощущает его, он наслаждается им. Он понимает, что оно вполне воссияет там, после страшного суда, когда он будет поставлен по правую руку от Господа. И мне хочется призвать всех к этому. И мне хочется призвать всех, тех, кто воспитывает своих детей, родителей, учителей, воспитателей, вкладывайте детям это. Не бойтесь им об этом говорить. Не бойтесь им сказать эту правду духовную, что счастье не на земле, что счастье в Боге, потому что вы их тогда направите к счастью. К какому разочарованию они придут, если мы им скажем, что счастье – это закончить престижный вуз, накопить какую-то сумму денег, родить крепеньких детей и стать известным общественным деятелем. К какому разочарованию они придут, когда все это сделают, и скажут, каким жестоким может быть обман. Помните, как солдат Александр Зацепа, убитый на танковом сражении, он в ночь перед этим сражением написал эти замечательные стихи. Найдите, если не знакомы, письмо солдата к Богу. Он говорит: я понял, каким жестоким может быть обман. Но, Господи, я к Тебе приду, сегодня же ночью я к Тебе постучусь, примешь ли Ты меня. Пусть наши дети знают это, пусть они будут идеалистами, пусть они верят в это сокровище на небесах. Я думаю, что это, я убежден в том, что это путь к истинному, настоящему счастью человека, которое в евангельском языке называется блаженство. Господь да будет с вами.